Меня зовут Салима, я музыкант. Первый раз на сцену я вышла в 5 лет. Это вообще забавная история. Тот фрагмент, когда я выходила на сцену, четко помню. Меня выталкивали. Иди давай, типа. А мне хотелось, что вот это вот я помню отчетливо. Я долго думала над вопросом, какой жанр лучше всего будет передавать дух абхазского народа. И я именно в панк-роке вижу такое. Панк всегда идет вразрез с мейнстримом. Говорится открыто о проблемах общества, то есть поднимаются социальные темы. Через музыку можно говорить о всем, что видишь вокруг, о наболевшем. Тут и поднимают свои вопросы и политики, и несправедливости. Любые проблемы, которые человек, музыкант видит вокруг себя. Я вот заметила, вот есть такое в нашем обществе, люди боятся, как мне кажется, быть на виду, проявляться. Людей больше волнует то, как они воспринимаются со стороны. Вообще, судя по моим видео, когда я выкладываю всякие хейт-комментарии, наверное, складывается впечатление, что у меня один хейт, но на самом деле все как раз-таки не так. Положительного, я бы сказала, 70%, а остальное там всякий кринж-хейт, какие-то нелепые комментарии. Отвечая на ваши вопросы. Как вы решили спеть рок в Абхазии? Не боитесь каких-либо последствий? Как можно бояться каких-то последствий, если ты просто создаешь музыку, которая тебе нравится? Как для музыканта, в первую очередь, важно вызвать эмоцию у слушателя, но не какую-то конкретную определенную, а чтобы каждый человек воспринимал то, что слышит, совершенно по-разному, по-своему. Для меня важно, чтобы человек мог погрузиться в эту музыку. Пусть она будет вызывать какой-то ужас даже, или страх, или наоборот вдохновлять, или навевать какие-то мысли. Может вызывать чувство ностальгии почему-то, что этот человек никогда еще даже и не пережил в своей жизни. Я помню свою первую программу, которую установила на компьютер, чтобы писать музыку. Я всему училась, сидя дома, изучая там разные туториалы с YouTube. Я целыми днями сидела, помню, за ноутами, что-то пыталась сочинять. Это был вообще, не панк-рок, конечно, это был такой хип-хоп с элементами какой-то танцевальной электроники, не до техно, не знаю, в общем, экспериментировала. Полюбила джаз и блюз тоже с раннего детства благодаря мультикам, той музыке, которую я там слышала. Диснеевские мультфильмы и даже Том и Джерри. Там шикарная музыка, такой джаз интересный. Естественно, я нот, кстати говоря, до сих пор не знаю, просто на слух. Когда я сажусь за фортепиано, просто вот, что начинают играть пальцы, то и пытаюсь как-то развить дальше. А ноты я записать на бумаге не могу. Я включаю просто диктофон и записываю это, чтобы не забыть. У меня таких заготовок накопилось очень много
С одной стороны, это, наверное, должно радовать, а с другой меня это дико бесит, потому что накапливается материал, который как грузом над головой висит. Иностранцы больше заинтересованы как раз-таки именно вот в том, чтобы услышать что-то новое, музыку на абхазском языке, потому что очень много и так на английском песен, и тут больше какую-то вот самобытность нашу абхазскую с этой стороны показывать. Последний клип я снимала абсолютно одна, вообще без оператора. Мне всегда нравилось писать сценарии, придумывать сюжеты для клипов, но они у меня в основном были... Я на это все смотрела как на мини-кино, прописывала детально сюжеты, и мне хотелось задействовать как можно больше людей. Была даже проблема в том, чтобы найти массовку для съемок. Когда концерт, почему я не выступаю с группой, где можно послушать Tom Square. Но проблема в том, что выступать не с кем, но я очень этого хочу. И даже если бы были музыканты, проблема в том, что нет площадок, где можно выступать. Хочется работать именно с людьми, которые горят музыкой, которым тоже это интересно, которые выходят с удовольствием на сцену, не боятся сцены, готовы самовыражаться. Как сильно должно повести человеку, чтобы о нем услышали? Просто выкладывать что-то в интернет? Этого тоже недостаточно, к сожалению. Я не знаю, но меня все равно ничего не останавливает, потому что мне нравится это делать. Я этим живу.